Ильдар Хуснутдинов, встречаем, друзья! Я не понимаю, как стендап вообще пришел в Челябинск. Ведь все знают благодаря ТНТ, что Челябы — это самый суровый город России. Самый суровый. У нас на 40 промышленных заводов приходится один цирк, который ходит и то только, чтобы вспомнить армию. У нас здесь проживает 1 250 000 человек, и у всех всегда одно выражение лица. Такое же, какое сейчас у меня. Это я еще улыбаюсь. У нас нету понятия смех. У нас это называется истерика. Успокойтесь. Вот видите, как ваш стендап мутит людей. У нас из-за этого в Челябинске в алфавите даже буква «Х» произносится наоборот. Ах! Видите, как людям плохо? У нас даже когда упал метеорит, у всех была одна реакция. Ее вы тоже можете увидеть на моем лице. Никакой реакции. Истоки суровости челябинцев восходят коренному населению, башкирам. Да, еще в 18 веке, когда сюда пришел будущий основатель Челябинска Тевкелев и попросил владельца этих земель Таймаса Шаимова: «Можно я здесь построю крепость?» Таймас ответил: «Не на!» Благо Тевкелев был мещанин. Договорились, конечно. К тому же у нас тут бытовала поговорка: пришел к нам строить крепость, сам строй. Да и за внешней суровостью башкир всегда все народы отмечали, что у них очень черта развита — гостеприимство и добродушие. У нас как было принято? Пришел кунак, предоставь ятак, предоставь ночлег. И даже если гость задерживается на 2-3 века, не вздумай обидеть гостя. Да что это, неуважение? Благодаря башкирам в Челябинске сегодня проживает в дружбе и согласии все народы России. И даже есть зоопарк. Да. Но башкиры не потерялись в городе-миллионнике. Сегодня южноуральскую столицу суровостью питают 4 башкирообразующих предприятия: Аргаяш, Кунашак, Сосновка и Курган. Здесь все еще самые суровые башкиры. Они настолько суровы, что их дети рождаются сразу с бровями. У самых суровых брови вырастают даже под носом. Но поистине суровыми мужчин башкир делают их женщины. Да. Еще до замужества башкирышки строят отношения только по принципу: или никах, или никак. После никаха, то есть после свадьбы, мужчина называет женщину хатын. Чувствуете скалистую породу? Хатын. От слова как хаты. Жесткая, твердая, крепкая. Хаты. Испугать может. Даже уменьшительно-ласкательное слово, синоним этого слова, мужчина произносит с восторгом, с ужасом, с трепетом. Бися. Знали бы вы, как шарохается мужчина здесь при возгласе «Бесянкиля!» Жена идет. Но на самом деле
Суровость челябинцев, в том числе и, конечно же, суровость башкира, все это миф. По исследованиям известных ученых, самыми веселыми, поистине счастливыми народами всегда считались кочевые народы, в том числе и мы, башкиры. Вот представьте себе, нам не надо было заморачиваться, вот возделывать землю, сеять, пахать, строить крепости. Нафига? Если есть специалисты. Кстати, нафига это суровое женское башкирское имя. Нафиг тоже. Я о башкирах. Они самый веселый народ, да. Они еще в средние века думали о глобальном. Они ставили всегда глобальные задачи. Они спасали мир от скуки. Надо же было кому-то песни сочинять, танцы ставить, на курае научиться играть, шутки рассказывать так, что кони ржали. Да, именно вот там мы оттачивали свое искусство. Веселье. Сабантуй-то ведь мы придумали, правильно? А то в крепости все равно там скучно. А разбавляли башкиры, да. Захотел хлеба, Израилович, пошел в крепость развлекаться. Вот чего-чего, а веселиться башкиры умели и умеют. А стендап. Хорошо, что сюда пришел стендап. Так что добро пожаловать в наш, в кавычках, суровый Челябинск. Рахмат Беглор. Ильдар Хуснудинов.